Сыктывкарец Федор Овчинников начинал свое дело именно с курсов в бизнес-инкубаторе. Сегодня его пиццерии открыты далеко за пределами родины. А эту детскую развивающую игрушку молодой папа придумал, сидя в отпуске по уходу за ребенком. После программы обучения основам предпринимательства раскрутил свое небольшое производство. Отказал китайцам, которые предлагали выкупить патент на изобретение. Зато вошел в федеральный проект фонда «Наше будущее», направленный на поддержку социальных проектов больше, чем покупка. И перед Новым годом получил большой заказ. Этот фонд делает из простой продукции продукцию с историей, больше, чем покупка. Это могут быть куклы в национальных костюмах, это могут быть товары, сделанные детками с ограниченными возможностями здоровья. Они их очень красиво упаковывают и продают на стойках сети «Лукойла». Фонд «Наше будущее» предоставляет и беспроцентные займы для предприятий социальной направленности. А помочь в сотрудничестве могут в Центре инноваций социальной сферой, который разместился на новой площадке поддержки предпринимательства. Кроме того, здесь и МФЦ для бизнеса, сразу 97 услуг, гарантийный фонд, микрокредитная организация, бизнес-инкубатор. Здесь теперь будет проходить школа социального предпринимательства. Здесь же очное обучение начинающих и уже действующих бизнесменов. Основа предпринимательской деятельности 10 рабочих дней, менеджмент в малом и среднем предпринимательстве 15 рабочих дней. И если говорить о мастер-классах, это двухдневное обучение по 8 часов в день, и люди получают удостоверение о повышении квалификации. После курсов каждый составляет бизнес-план, на который в своем муниципалитете можно получить грант. За 9 лет в учебно-деловом центре региона прошли обучение больше 5500 человек. Треть из начинающих открывают свое дело. Теперь их может быть еще больше. 277 самых разных консультаций за месяц работы нового центра. Такого здесь не ожидали. Территориально находясь вместе, каждая организация усилила свою работу, а предприниматель получил возможность куда быстрее и эффективнее решать свои вопросы. Это и есть новый формат взаимодействия государства и бизнеса. На сегодняшний день с учетом послания президента разрабатывается ряд мероприятий, которые будут направлены на развитие, на популяризацию малого бизнеса, на расширение видов услуг, поддержки количества субъектов МСП. Поэтому мы считаем, что движемся в том направлении. Собственно, за месяц работы подтверждаем, что наша цель и миссия, она в правильном направлении. В центре уже работает бесплатная горячая линия, по которой также можно получить необходимую информацию. В планах вечерние консультации и расширение сотрудничества, например, со СМИ. Предложение уже сделано – проводить совместно конкурсы, мероприятия, направленные на продвижение и популяризацию малого и среднего бизнеса в регионе. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.